Сегодня такой наиболее важный человек в нашем эфире – это министр социальной политики Украины Андрей Рева. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Никогда вы у нас не были в студии. Рад вас видеть. Спасибо, я тоже очень рад. И, конечно, я думаю, что сейчас вы вообще главный, по идее, ньюсмейкер в стране, потому что все, что в последнее время мы слышим, не касаемо внешней политики, это, кстати, внешней тоже касается, но это газ, да, это цены на газ, повышение и так далее, и так далее. И мы сразу начали, как только это 19 числа, да, память не изменяет, было принято решение о повышении цен на газ, да? Так. И это 23,5%, правильно? Так. Вот. И как только это произошло, последовала реакция от одного из вероятных кандидатов в президенты на выборах, от Юлии Тимошенко, от лидера партии «Батькивщина». Почему я хочу, чтобы мы посмотрели этот ролик? Потому что там она говорит какие-то такие вещи, на которые стоило бы дать комментарии и ответ. Давайте посмотрим, послушаем и продолжим беседу. Я закликаю всіх депутатів всіх рівнів, обласних, районних, міських, негайно скликати позачергові сесії і звернутися до президента Порошенка, негайно відмінити цей злочин перед людьми. Це ще одне необґрунтоване підвищення тарифів на газ та на тепло. Я також прямо звертаюся до спікера парламенту пана Парубія, а також до депутатів Верховної Ради негайно ініціювати скликання позачергової сесії Верховної Ради для того, щоб розглянути це питання і зупинити це жорстоке поводження по відношенню до людей. Якщо зараз депутати, всі політичні сили не прореагують на це, зроблять вигляд, що нічого не відбувається, більшість родин просто не здатні будуть пережити цю зиму. І паралельно з цим ще відміняються субсидії, які багато людей отримували в попередні роки. Відміняються субсидії, навіть якщо одна людина з родини виїхала працювати за кордон, навіть якщо вони десь там комусь перерахували пенсії. І оце масове скасування субсидій – це ще один удар по українцям. Відбувається так, як я попереджала, що спочатку задеруть ціни на газ і тепло, а потім повідміняють субсидії, які були просто тимчасовим знеболюючим засобом. Я також хочу повідомити, що коли ця влада на чолі з президентом буде усунута шляхом демократичних виборів через 7 місяців, я обіцяю і гарантую вам, що тарифи на газ, на тепло будуть мінімум вдвічі зменшені. Мінімум. А то, можливо, ще і в 2,5 рази. Тому що зараз це спонтанне підвищення цін на газ вже взагалі перейшло всі межі. І кожен, хто приймав участь в злочинному, необґрунтованому підвищенні тарифів на газ, на тепло, буде за це відповідати за кримінальним кодексом. Нікому це не зійде з рук. І я зараз прямо звертаюся до президента. Припиніть цей геноцид по відношенню до українського народу. Употреблены очень сильные выражения. Я предлагаю послушать цитату Петра Порошенко, что он буквально в этот же день сказал, и потом прокомментировать. Сегодня обещание популистов удешевить газ в 2, в 3, в 4, некоторые договорились в 6 раз снизить цену. Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу. Едва-едва выбрались из этой кабалы и сейчас снова пытаются туда вернуть. Не лишним будет напомнить, что обязательство уравнять внутренние цены на газ с ценой импортного газа Украина взяла, когда Гройсман еще был мэром Винницы. Соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября 2008 года. Фонд тогда возглавлял Доминик Строскан, а кто в то время был премьер-министром, очень легко заглянуть в Википедию. Такой диалог заочный президента и одного из кандидатов в президенты. Что вы об этом думаете и что вы думаете об этом как специалист, как министр? Я вам скажу, вы помните это знаменитое выражение «никогда столько не врут, как на охоте, на рыбалке перед выборами». И когда мы переживаем очередную политическую кампанию, связанную с выборами, всегда на арену разные политические персонажи появляются и начинают обещать все, что вы пожелаете. При этом цель ставится очень простая. Вы за меня проголосуете, дальше разберемся. Вот вы сейчас услышали искреннее возмущение
кандидата в президенты, о том, как у него душа болит за людей. И вообще, вот как только вы меня выберете, сразу вы получите то и то. Но проблема в том, что расчет идет на то, что у людей очень короткая память. Вот если вы проанализируете, ведь Юлия Владимировна у нас в политике ведь не первый год. Она давнее всех в политике. Но если... на самом деле она стала депутатом, если мне не изменяет память, в 1997 году. Уже 20 лет она в политике. Тогда она, по-моему, по Кировоградской области баллотировалась, была депутатом, мажоритарщиком. Вот. Потом она уже стала лидером. Была одним из лидеров партии «Громада» с Павлом Ивановичем Лазаренко. Потом, когда эта партия разделилась, она возглавила «Батькивщину». И вот с тех пор она является лидером этой политической силы. И я же помню разные обещания, которые давались на разных этапах. Ну, одно из таких ярких на моей памяти воспоминаний, это когда на досрочных выборах в 2007 году, то есть это было через 10 лет после начала ее политической карьеры, шли выборы, досрочные выборы в Верховный Совет Украины. Партия «Батькивщина», тогда это назывался БЮТ, блок Юлии Тимошенко. И лично госпожа Тимошенко обещали, что в случае победы они выплатят долги Сбербанка СССР. Да, я помню. Это было четко. Даже я помню, я не жил тогда в Украине. Это было четкое политическое лозунг и обещание на тех выборах. И надо отдать должное, что когда закончились выборы, Юлия Владимировна тогда стала премьер-министром, в начале 2008 года начались такие выплаты. И выплатить успели, если мне не изменяет память, из 132 миллиардов гривен выплатили 6. Правда, это было очень так, знаете, как у Ильфа и Петрова в «Золотом теленке». Помните, когда Остап Бендер вел диалог с ксензами, которые охмурили Адама Казимировича Козлевича. И он сказал: я когда-то повторил подвиг Иисуса Христа. Я 5 хлебами, значит, накормил 5000 христиан, страждущих. Ну, какая была давка. Вот. И что-то приблизительно мы это дело видели в начале 2008 года, когда вот эти 6 миллиардов раздали людям. Потом летом, опять же, как мне не изменяет память, выступал Николай Янович Азаров с трибуны Верховного Совета и сказал, что, ребята, вот вы вот этими всеми вашими раздачами, которые вы сейчас делаете, вы ведете экономику к тяжелейшему кризису. И он надвигается. Премьер-министр вышел тогда на трибуну и сказал: кто это вообще там выступает? Какой-то Маркшейдер непонятный, там, мутный. Вот. Все у нас отлично, все у нас замечательно. И ровно через несколько месяцев, в октябре 2008 года, произошел страшный обвал. Вы помните это, да, экономический? Причем тогда списали его на то, что якобы это все вот во всем мире, но при этом никто не удосужился объяснить, почему же мы упали глубже всех. И почему выход Украины из кризиса был самым сложным и самым длительным. Очевидно, потому что и политика, которую проводила тогдашняя украинская власть, популистическая, она имела свои, как результатом своим, вот это усугубление кризиса экономического, который был тогда. И вот попав вот в эту нехорошую ситуацию, никуда им деваться, некуда было им деваться, они обратились к Международному валютному фонду. И то, что сказал президент. 31 октября 2008 года был подписан меморандум, в соответствии с которым, значит, украинское правительство взяло на себя обязательство выровнять цены на газ для внутреннего потребления с ценами импортного паритета. Более того, при производстве тепла должна быть в расчете цены гигакалории тоже цена импортного газа. Это было подписано, и под это дело было взято 10 миллиардов долларов. А почему такие условия, Андрей? Потому что МВФ должен быть убежден, что бюджет будет наполняться и кредиты будут отдаваться? В тот момент МВФ абсолютно, как мне кажется, может, я ошибаюсь, из политических соображений финансировал правительство Тимошенко. Потому что они не выполняли тех условий, которые были, а денег дали очень много. При этом, в отличие от нынешних времен, когда вот если нам дадут хоть кредит, то эти деньги будут направлены в Национальный банк, в резервы Национального банка. А в то время им не просто разрешали в резервы Нацбанка, а финансировать бюджетный дефицит.
И вот эти деньги были использованы частично на наполнение резервов Нацбанка, частично пошли на выплаты предвыборные, которые использовались как инструмент для того, чтобы победить потом на президентских выборах. Ну, не получилось. Деньги тогда, извините, были использованы. Вот. Прошло 10 лет. И сегодня мы из 1 триллиона 100 миллиардов гривен государственного бюджета должны выплатить по этим долгам 417 миллиардов. Когда? В этом году. 2019. То есть треть бюджета. Треть бюджета. Больше, почти 40%. Мы должны отдать. Но если мы должны отдать, у нас есть два пути, как говорил товарищ Сахов. Либо мы должны вытащить из бюджета 417 миллиардов и отдать тем, у кого мы занимали в свое время, либо мы должны перекредитоваться. То есть заплатить по долгам и отложить еще на 10 лет основные выплаты, учитывая нынешнее социально-экономическое положение страны. Но проблема в чем? Для того, чтобы взять эти деньги на внешних рынках, они должны нам их дать. А дать они могут при одном условии, что будет позитивный сигнал от Международного валютного фонда. То есть если мы находимся в программе МВФ, и он даже символически нас кредитует, это значит, он нам доверяет. Если нам доверяет МВФ, значит, нам доверяют и все те заемщики, которые есть. Но при этом проценты МВФ самые низкие. Конечно. Но мы же не можем сейчас рассчитываться одним кредитом МВФ за наши долги. Эти деньги идут в резервы Нацбанка, но мы имеем возможность выйти на рынок и взять взаймы, отложив на 10 лет вот эти все долги, которые сейчас должны платить, с тем, чтобы не использовать деньги госбюджета под эти внешние выплаты. Потому что в воюющей стране 40% бюджета отдать на погашение долгов, ну вы понимаете. Можно сразу закрыться. Можно просто закрыться. Андрей, у нас есть